Сегодня тяжело представить современную бухгалтерию без многофункциональной программы 1С. Она предназначена для учета различных видов финансово-хозяйственной деятельности предприятий. К слову сказать, программа каждый раз обновляется, появляются новые ее версии. Будущие бухгалтеры в процессе учебы должны узнать все нюансы этой программы. А проверить свои знания на прочность студенты могут, приняв участие в международной олимпиаде, организуемой известной фирмой 1С. В Сибае состязания в области 1С бухгалтерии проводятся с 2008 года. На этот раз география ее участников значительно расширилась. Студенческая олимпиада проходит бесплатно. Олимпиада проводится среди студентов среднего и высшего профессионального образования. Студенты могут участвовать в двух направлениях. Это по программам 1С бухгалтерия в области бухгалтерского налогового учета и по программированию. То есть у нас проводится веб-программирование для наших студентов. Помериться знаниями на Олимпиаде решили студенты из Сибая, Белорецка и Орска. Несмотря на то, что принять участие в ней может любой желающий, таких оказалось немного. Мы приехали с 3 участницами. Это наши студентки, 3-й курс, специальность экономика и бухгалтерский учет. Первый раз участвуем в Олимпиаде по 1С. Надеемся, что все-таки будет хорошо все. Очень рада, что проводится, что мы узнали такой Олимпиаде, потому что, как правило, у нас спецдисциплины очень мало. В основном идут общеобразовательные олимпиады и такая специфика. Программа очень важная, программа очень распространена, везде применяется. Я думаю, полезно и детям будет понимать, что они изучают ее не просто так, что это им пригодится в жизни, какие-то успехи добиваются. То есть, да, я думаю, полезно очень. И спасибо, что нас пригласили. Выпускники должны не просто ориентироваться, они должны иметь представление о новых версиях. Результаты были потому, что целенаправленно готовили именно по этим заданиям. Фирма 1С вывешивает в интернете все свои задания, привлекает бесплатные материалы, раздает, привлекает всех студентов, но почему-то самостоятельно никто не хочет. А когда 5 получаем, да и в экзаменах это все используется, тогда уже и результаты на российском уровне. Мы ездили в Москву 2 раза, всегда хорошо выступали, а больше средств не было. Для решения тестовых заданий студентам давалось время от 2 до 4 часов, в зависимости от выбора направления. Пользоваться учебными материалами не запрещалось. Однако решать задания каждый должен был сам, без сторонней помощи. Задания у нас разработаны финансовым университетом при правительстве России совместно с фирмой 1С. Это по направлению 1С бухгалтерии и по веб-программированию разработаны компанией Bittrex. То есть задачи для всей России, скажем так, они одинаковые, поэтому я думаю, что в принципе студенты у нас справятся. О том, справился ли студент с задачами Олимпиады, можно будет узнать на официальном сайте фирмы 1С бухгалтерия 11 марта. Главный приз Международной студенческой олимпиады – поездка в Италию. Подобные состязания будут проводиться и впредь. Луиза Мустафина, Дамир Хайблин, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.